благодарю. Давайте сначала поговорим о сетевом маркетинге. Сетевой маркетинг – это не харам. Просто большинство людей, они не понимают, именно у них нет опыта сетевого маркетинга и нет исламского экономического знания. Они имеют знание шариата, но они не имеют знания экономического, именно исламской экономику. Поэтому они думают, что это харам. Например, если мы с вами пойдем с земли, работаем вместе, сажаем картошку, например, и потом плоды из этой земли мы возьмем вместе, продадим и делимся прибылью, это же не харам. Это же халал? Так, потому что мы вместе работали. Здесь то же самое. То есть действие от нас, результат от Аллаха. То есть мы получаем, мы делимся прибылью от результата, который получаем. Здесь твой маркетинг то же самое. То есть мы, группа людей, 5 человек, или 10 человек, или 20 человек, не имеет значения. Мы вместе хотим найти людей, которые нуждаются этими продукциями. Мы эту продукцию реализуем вместе, и разница маржа, которая нам останется, делится между 5 человеком, иногда между 10 человеком, иногда между 100 человеком. Вы теперь меня поняли? Поэтому, а когда вот это говорят, что 2% вверх идет, 1% туда идет, или 5% тому, а слово процент, люди думают, что значит под процент чего-то берут. Самое главное, чтобы в твоем маркетинге продукт был халал. То есть, если там добавки идут или чего-то, чтобы сам продукт был халал. Это первое. Второе.